недели пришло время заключительного блюда. Сергей Рябцев подает к столу десерт. Мои дорогие гости, я пришел к вам с сюрпризом. Этот торт называется «Микульские фантазии». О как. Торт выглядел аппетитно. У него были большие безешки, что-то там было очень много насыпано и чем-то очень сильно помазано. Однозначно, вкус из детства. Безе, сгущенное молоко и чай. И чай. А вкусный чай? Чай обалденный. Почему я лимон не добавил? Ага. Чай с травками, Сереж. С такими вкусными, пряными, ароматными, но безумно вкусными. Ты знаешь, я очень люблю чернослив в разных его проявлениях. Как с мясом, так и в сладких каких-то блюдах. И сочетание здесь с орехом дает такой вкус, даже чаем не хочется запивать, чтобы не растерять этот вкус. Если бы я сам готовил этот десерт, я бы все оставил без изменения, за исключением соуса, который был на основе сгущенки. Я бы его сделал немного таким более воздушным и кисленьким. Сереж, ну очень вкусно. Сочетание сухофруктов я никогда не пробовала вместе с безе. Мне понравилось. Для меня этот торт показался слишком сладкий. Если бы это было просто безе, посыпанное сухофруктами, для меня бы это было достаточно. Просто сгущенку я люблю, но люблю отдельно от торта. Потому что если безе еще и сгущенка, я прям думал, что у меня все слипнется. Не, ну вот безе бесподобное, правда. Сами пекли? Нет, честно могу сказать, я умею безе делать. Ну, сам понимаешь, это время. Несмотря на все свои запреты и ограничения, я готова такие торты кушать на завтрак, на обед и на ужин. И даже еще ночью просыпаться, чтобы еще кусочек попробовать. Даже меня не смутило то, что он был со сгущенкой, с маслом, несмотря на то, что для меня, может быть, в каком-то другом блюде я бы не стала кушать эти продукты, но именно в этом десерте мне все очень понравилось, и я бы ничего не хотела в нем изменить. Все настолько вкусно, что просто вот хочется вот эти все кусочки, которые там остались, скушать самой. Не, ну я удивляюсь вообще. Я тебе удивляюсь. Ты ничего не ешь, а тебе все нравится. Вот как? Скажи мне. А вот такой вот хозяин у нас как сегодня. Как у тебя получается? Сережа, вот да такой нет, у нас сегодня я не хозяин. верю. Вот может, тебе Сергей симпатичен, но есть жена. Да. 3 детей. Да. Сергей мне глубоко симпатичен, не скрою, потому что он безумно напоминает мне моего отца. И поскольку такие, вы знаешь, отеческие чувства, человек мне вот безгранично симпатичен. Поэтому я буду его хвалить и буду хвалить до конца. И зачем я буду? Жесткая лесть. Спасибо. Думай, как хочешь. Атмосфера сегодняшнего вечера мне показалась теплой и непринужденной. Сергей очень сильный, достойный противник. У него очень все хорошо получается. Он добрый, гостеприимный хозяин. У него есть возможность красиво, богато принимать людей. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вам на ужине у Сергея? Весело, фантастично и вкусно. Великолепно. То есть я думаю, что с таким настроением вам приятнее будет расходиться по домам. Какая банальность, правда? Никто ведь не хочет Мы уходить. остаемся. А что уже время прошло? Друзья мои, я просто хочу вам напомнить, что хозяин ждет ваших оценок. А я жду встречи с вами завтра. Тортик остался? Спасибо. Да. До завтра. Да. До свидания. До свидания. До свидания, Григорий.